Рыжик пришел на завтрак. Теперь это любимое место многих бездомных котов города. На пересечении улиц Нуродилова и Красноармейская в Малгобеке появились вот такие необычные кормушки, благодаря неравнодушным школьникам. Дети подошли к делу серьезно. Каждое утро проверяют, есть ли в лотках вода и корм. Мы увидели в интернете эти кормушки, и нам стало жалко бездомных кошек и решили повторить. Мы взяли трубы, там сделали крышки и все остальное. Мне бывает очень приятно, когда вижу кошек в жаркий день, что они пьют воду и кушают корм, который мы поставили. Реализовать идею, конечно, помогли папа с мамой. В семье Сычуевых 5 детей. Многодетные родители стараются поддерживать своих чад, особенно в таких благих делах. С каждым днем все больше кошек собираются на этой улице, а значит, идея с кормушками оказалась успешной. Сначала нужно открыть ее, вот эту вот крышку. Вот так вот засунуть и засыпать. Не только мы можем засыпать этот корм, а любой проходящий тоже может пойти и засыпать этот корм. Это все очень легко делается. Своей идеей девочки поделились в соцсетях. Фолловеры поддержали проект не просто лайками. Некоторые горожане попросили сделать такие кормушки на заказ, для того, чтобы установить их на своих улицах. Другие же стали отправлять деньги семье, для того, чтобы они покупали корм. Участвуйте в благом, ведь кормить кошек и давать им воду считается сунной пророка Мухаммада, мир ему. Любовь и сострадание к животным необходимо прививать с самого раннего детства. Специалисты подчеркивают, что психика детей как губка, впитывающая в себя все, что ее окружает. Именно в раннем возрасте дети копируют поведение окружающих их людей. У Софии и Саиды 3 младших братьев и сестер, для которых они пример для подражания. Девочки также стараются уделять внимание птицам. Я вижу, как с кошками обращаются со стороны, лишь бы они не заходили во двор там, и так далее, выбрасывают их кормушки. И вот, чтобы пример для моих детей был, мы больше постарались сделать эту кормушку. И вот им это понравилось. И вот они стараются на заработанные деньги, там, на всякие мелочи купить этот корм, засыпать. Я считаю, это пример для детей. Успех в правильном воспитании делятся родители в минимизации гаджетов. Хава Садакиева старается постоянно увлекать детей новыми занятиями. Они устраивают частые пикники с друзьями, проводят время на природе, любят подвижные игры, хорошо учатся, любят читать и занимаются гимнастикой. Зарима Ивлоева, Мухаммад Героев, Магаз 24.